Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, что вас ждет, что по судьбе в июле. Каким будет этот месяц для вас? Самые важные и яркие моменты месяца. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя. Назовите свое имя, свою дату рождения. Так и спросите, каким будет для меня июль? Что ждет? Что по судьбе? Какие самые важные и главные моменты ждут меня, либо будут со мной происходить в этом месяце? Я думаю, все уже настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. В этом месяце очень много дорог вам выходит. Дороги зовут. Дороги будут и темные, и светлые, и долгие, и короткие, и легкие, и достаточно проблематичные. Дорог очень много. По поводу проблематичных дорог. Вы не пугайтесь раньше времени. Скорее всего, там могут быть осложнения. Вот если будут осложнения, да, они связаны именно с вашим отношением. То есть вы можете просто переживать, вы можете паниковать даже, да, кто-то может паниковать, но это все нормально, это обойдется. То есть если дорога вам выходит, вы в нее отправляетесь, вы до пункта назначения доезжаете, ну ничего прям такого страшного с вами не происходит. Ну, нервы, понимаете. Кому-то, кстати, может нервы попортить попутчик, кому-то могут попортить нервы, ну, допустим, да, там контролеры, какие-то проверяющие, контролирующие органы. Да, ну, все бывает, это жизнь. Но, тем не менее, вот все, что запланировано, все сделано. В этом месяце многие из вас, скорее всего, либо как-то отпуск, да, отдыхать будут. И очень много трат идет. Траты. Вот поступление денег намного меньше того, что вы будете тратить. В принципе, если да, отпуск, какая-то поездка, то да, там траты гораздо больше, чем в повседневной жизни. Но тем не менее, я вас хочу предупредить, что у вас, если будет поступление денег, то это либо самое-самое начало месяца, когда вы располагаете определенной суммой, либо уже самый конец месяца, когда вы какие-то выплаты получаете, там зарплаты, какие-то дивиденды, может быть, там проценты со вкладов. То есть начало месяца и конец месяца. Вот между началом и концом у вас вот идут постоянные траты, да. И вы в какой-то момент даже, возможно, будете переживать. Но не переживайте, без денег вы не остаетесь. Так, здесь будут получены какие-то знания, какие-то навыки, какой-то опыт придет. У вас как будто бы затягивают какое-то информационное поле. Очень много всего нового услышите, увидите, что-то даже сами додумаете, то есть как прозрение у человека идет. Вот информационная картинка в этом месяце, она будет настолько яркой и очень переменчивой. То есть мнение общества, мнение людей и ваше мнение будут меняться просто из крайности в крайность, вот так будут меняться. Держите себя в руках, старайтесь фильтровать то, что вы видите, слышите, и остро эмоционально не реагируйте. То есть, если, например, грубо говоря, да, приходит плохая новость, через час она уже меняет окраску, и оказывается, что нет. Там, либо это была ложная новость, либо не все так плохо, либо там кто-то где-то ошибся. И вообще это для всех хорошо. Понимаете, о чем я говорю, да? Очень будет информация противоречивая, меняться, переливаться. Люди, которые со слабой психикой, я вас умоляю, телевизор не смотрим и поменьше всякие там информационные программы в интернете. Это для вашего блага, это для вашего здоровья. Так, из важных моментов.
из важных моментов. Кто-то у меня найдет работу. Причем такую работу, знаете, как и по душе, и по сердцу, и по карману. Вот что самое главное. Очень хорошее предложение. Очень похоже на конец месяца. Вот конец месяца. Предложение вы получите раньше, но вот к самой работе человек приступает уже прям самый конец месяца. Ну что, очень хорошее предложение, вам понравится, очень неплохо. Возможно, это то, что вы хотели, искали, на что надеялись. Вы это получаете. То же самое для тех, кто ведет бизнес. Возможен какой-то застой. Вот начало, серединочка, а к концу месяца вот какие-то серьезные уже сподвижки пойдут, предложения пойдут, заказы, клиенты. Ну, начнется такая движуха у вас. Так что попробуйте вот это время, начало месяца и серединку использовать для того, чтобы максимально отдохнуть, набраться сил. И если вам предлагают действительно какой-то отдых, либо выехать, ну пусть даже в деревню, да, просто там к бабушке поехать отдохнуть, соглашайтесь, конечно. Очень нежелательно, чтобы вы находились в больших скоплениях людей. Вот вам идет такое предостережение. Я не могу сказать, с чем это связано, но для вас это риск, это опасность, это неблагоприятная среда, скажем так, да? Большие скопления людей. Вот кто смотрит мою отсыпку для вас, для ваших деток, для ваших родных. То есть сами не ходим и предупреждаем своих близких, чтобы они избегали большого скопления людей. Это очень важно. Так, какие-то вам будут приходить извещения, оповещения. И почему-то вы должны как-то очень быстро и резко на это реагировать. Быстро, резко, да, вот приходит к вам, не знаю, может быть СМС, может быть там, телеграмма, какая-то листовка, не знаю, какое-то сообщение. И вы как-то максимально должны быстро вот прям сгруппироваться и отреагировать. Ничего не игнорить и ничего не откладывать там на завтра, послезавтра. Вот важно успевать. Важно успевать. Так, здесь очень интересно нам показан момент треугольника. У кого-то треугольник. Причем треугольник достаточно сложный. Как бы здесь два любят, а один мучит. Значит, мои хорошие, кто в треугольнике, продолжается ваша история треугольника, но вы именно в июне можете столкнуться с каким-то особо изощренным сопротивлением, да, третьей стороны. То есть могут быть какие-то нападки, могут быть какие-то информационные вбросы, какая-то шокирующая даже ситуация или информация может пойти. То есть к этому, конечно, подготовиться нельзя, но я хочу вас предупредить, что все, что будет происходить и все, что будет казаться, да, что это все конец, это не так. Это не так. Вам противостоит очень хитрое создание, коварное создание. Я думаю, вы это понимаете. Но как бы есть лимит, да? Есть лимит каждому там злу, каждому коварству. Ну вот, скорее всего, вот эта третья сторона, этот лимит перешагнет так легко, играючи. Верьте себе, своим чувствам, верьте своему любимому человеку и не поддавайтесь на вот такие жуткие провокации. Это очень важно. Так, девочки, у которых, ну давайте говорить как есть, да, называть все своими именами, у которых мужчину пытаются из семьи увести, либо увели, либо уводят, да, может быть, в процессе у вас это все дело. Значит, я тут вас очень хочу попросить, чтобы вы ни в коем случае не занимались какими-то магическими действиями. Вот здесь либо желание у вас такое появится, либо кто-то будет вас к этому подталкивать. Вам этого делать нельзя. Именно вам, кто зашел на мою отсыпку. Бороться, конечно же, надо за свое счастье, за свою любовь, но не этим образом. Поверьте, тут результат будет совершенно обратный. Вот ваш какой-то неосторожный поступок, действия может спровоцировать просто череду каких-то не очень хороших событий. Поэтому возьмите паузу, переждите. Мужчина от вас никуда не денется. Даже если его там уводят, утаскивают и
ну, Бог знает, что делает, да, все равно эта ситуация временная. Пройдет месяц, да, и она вся выровняется. Наберитесь терпения, занимайтесь лучше собой, своей жизнью, своим здоровьем. Кстати, очень рекомендую именно здоровьем позаниматься. Все само собой наладится. Для тех, кто в паре, в семье, и кто живет по соседству с родителями, да, либо родители вашего супруга, либо любимого человека очень интересуются вашей личной жизнью, то же самое. Могут возникать вот такие треугольники, связанные вот именно муж-жена, ну да, и родители мужа. Значит, здесь какая-то прям борьба пойдет, борьба. Будут пытаться там мамочки, папочки, да, может быть, вместе вашего мужчину, скажем так, перетаскивать на свою сторону. Это, ну, блажь, по-другому не скажешь. То есть люди адекватные, взрослые, они желают счастья своим детям, а не вот типа себе, да, я ревную, я хочу, пусть мой ребенок будет со мной. Здесь могут быть всякие манипуляции, всякие хитрости, всякие сцены, да, будут разыгрывать драматические, что вот звонит папа и говорит: у мамы приступ, все бросай, приезжай, это ты маму там довел и прочее, прочее. Да? Такое может быть. Могут попытаться какие-то ваши планы перебить, какие-то ваши решения отменить, ну, каким-то хитрым образом. Что хочу сказать. Опять же, да, ситуация будет постоянно туда-сюда меняться, от критической до победной. Вот. Главное, наберитесь терпения. Это не ваша война, честно вам говорю, хоть и воюете вы за мужчину, не ваша абсолютно, это именно вот мужчина должен выбрать свою свободу, побороть, вернее, да, либо как победить, отвоевать, да, отвоевать свою свободу у своих же родителей, да, либо у своих близких. То есть это его война. Помочь, ну, поддержите, скажите: ну вот я тебя люблю, я приму там любое твое решение. Для меня важно, чтобы ты там был счастливый, чтобы у нас все хорошо было. Но так, чтобы там против выступать, либо накручивать, этого делать не стоит. Вот. И сразу хочу вас предупредить, чтобы вы не паниковали и понимали, что последняя неделя месяца, она у вас самая яркая, самая теплая, возможно, даже за целый год будет. Смотрите, вот в центре у меня очень классный рисунок. Это даже не сердце, это, ну, такая сфера, да, сфера, в которой два человечка. Два человечка, у которых все получилось. Вот что касается любви, что касается отношений, что касается каких-то семейных планов, вот именно семья, не такая семья, что родители, дети и там прочие родственники, а именно любовь, да, когда мужчина и женщина вместе. Вот у них все получится. Во-первых, высшие силы хранят. Во-вторых, это действительно какой-то переломный момент, когда начинается, ну как, новая глава, да, с нового листа. Вы начинаете жить. И жить не для кого-то, не для чего-то, а ради друг друга и для друг друга. Это очень классное состояние. То у вас где-то вот последняя неделька, как раз таки месяца отыграется эта ситуация. Вот, как бы там ни штормило ваши отношения, знайте, что конец месяца вас порадует. И именно вот такой любви, такого тепла, такой нежности, ну, в ваших отношениях еще не было. Вот единение, да, двух людей. Так, еще из важного. Какие-то проблемы могут возникнуть у ваших друзей, скорее всего. Друзья, приятели, соседи, коллеги тоже могут быть. Да? Люди будут к вам обращаться, причем, ну, иногда будет казаться, что человек там берега попутал, да, с какими-то абсурдными просьбами, может быть, там среди ночи приходить, звонить, просить, может быть, какие-то вот прям, ну, действительно, такие просьбы, что прям на голову не оденешь. Будьте спокойны, и если вы понимаете, что помочь вы не можете, просто отказывайте, говорите тихим, спокойным голосом, что извините, при всем моем уважении и любви, но у меня нет возможности вам помочь. То есть не давайте ложных надежд и в грубой форме тоже не отказывайте. Это очень важно. То есть если объяснить человеку, что помочь вы не можете, человек не обидится, и человек отнесется с пониманием. Вот почему-то какие-то вот нервные нотки у ваших
у ваших друзей тут происходят. То есть человек критически не может мыслить. У человека может быть паника, и действительно, да, от любого шороха человек может просто вот шугаться. Так, мне очень нравится, что у вас будут какие-то приобретения в этом месяце. Приобретения очень важные для вас, для вашего будущего, для вашего настроения, для, может быть, близких, родных, для дома. Будете приобретать и будете приобретать вот с такой любовью, с удовольствием. Да, с удовольствием. Вот покупки идут с удовольствием, когда человек покупает то, что ему нужно, то, что ему нравится, и подходит все. И качество, и цвет, и вид, и цена. То есть будете приобретать. И приобретений, кстати, будет много. У вас приобретения как по всему месяцу разбросаны. То есть куда бы вы ни пошли, вы с чем-то домой возвращаетесь. Крупное, мелкое, неважно. Вот всегда что-то домой несете. И то же самое, вот если вы в семье, в паре, в браке, то есть ваш муж может постоянно, на постоянной основе, вернее, что-то приносить. Могут приносить, например, там, родители, могут приносить дети, если они взрослые работают. Да, кстати, вот по детям будут какие-то хорошие результаты. По детям какие-то достижения идут. Вот ребенок чего-то добивается, что-то получает, какие-то отличия, да, отличия идут, когда вы можете там в компании друзей сказать: а вот моя дочь или вот мой сын, да, и все так сидят, завистливо на вас смотрят. Будут радовать дети, неважно какого они возраста, вот какое-то поведение, вот такое уже взрослое, ответственное, самостоятельное, когда действительно вот гордишься даже не больше ребенком, а собой. И говоришь: ну, я хорошая мать, да, либо я хороший отец, вот воспитали дитятка, да, такое умненькое, тут такое хорошенькое. Так, еще хочу предупредить определенную категорию граждан. Даже не знаю, как это правильно сказать. Смотрите, вот вы где-то находитесь, вы где-то живете, там, где какие-то черные птицы летают. Но это не птицы летают. Не знаю, что-то с неба падает. Падает такое опасное. Не могу понять, что это. Но мне показали в виде птиц. Они как-то летят, быстро летят и падают. Ну да, птицы же они обычно не падают с неба. Кто живет или будет жить, находиться в том месте? Я думаю, вы поймете, о чем я говорю, да, вспомните. Значит, мои хорошие, тут идут какие-то сигналы, и вам нужно реагировать на эти сигналы. И здесь будут предложения, да, вас будут куда-то возить, перевозить, отвозить. Значит, относитесь к этим предложениям как действительно к помощи и как к адекватной помощи. Вот, игнорировать то, что происходит, и думать, что ну нет, типа, да ладно, со мной ничего не будет. Вот я вам не рекомендую. Что я вам рекомендую? Обязательно своей рукой на чистом листике бумажки. Это должен быть именно чистый лист. Там не в клеточку, не в линеечку, не порисованный. Чистый, вот, однотонный. Написать своей рукой Псалом 90. Защитный псалом. Носить с собой. Постоянно носить с собой. Я не могу понять, то ли это катаклизм какой-то, то ли это что-то происходит. Но это не для всех предсказаний. Это для определенной какой-то группы людей, да, небольшой группы людей, кто смотрит мою эту отсыпку. Месяц, кстати, тут идет именно напряженный вот из-за вот этих птиц. Птицы, почему птицы? Летают. Летают и падают. Но птицы-то не падают. Значит, мои хорошие, для меня это загадка. Я думаю, что вы поймете, о чем я говорила. Ну, такое предупреждение. Вышло, кстати, в правой стороне, но это действительно для вашего блага. То есть вы должны реагировать, и вы должны вот какое-то предложение принимать, чтобы эта опасность, скажем так, да, вам не угрожала.
Так, дальше. Здесь у меня идет разговор, очень важный разговор с мужчиной. Это может быть как и муж, так и любимый человек, может быть даже какой-то бывший. То есть очень какой-то долгий, серьезный разговор. Этот разговор, кстати, может либо на несколько часов растянуться, либо на несколько даже дней растянуться, когда люди вот все время возвращаются к одной и той же теме. А разговор этот должен быть. В этом разговоре здесь и точки будут поставлены, и мостики наведены. Очень много информации будет раскрыто, какие-то тайны, секреты. После этого разговора поменяется ваш внутренний мир, либо отношения, да, ваши отношения и к себе, и к тому, что я, кто я, да, чего я достойна. То есть разговор тяжелый, но вы после этого разговора станете больше любить себя, больше себе позволять и станете более уверенной в себе. Не отказывайтесь от этого разговора и старайтесь именно слушать. Слушать вот все слушать. Там информация просто какая-то золотая пойдет. Вот очень много всего узнаете. Так, здесь еще у меня 2 человека, которые никак не могут соединиться, никак не могут встретиться. Почему-то вас все то разделяет, то какие-то проблемы, то какие-то обстоятельства. То у вас не получается, то у мужчины не получается. Какой-то просто ужас. Да? И вот смотрите, многие девочки, да, могут думать, что ой, нет, это знаки, это не судьба, не должны, не получится. Значит, мои хорошие, здесь я вижу, что вы пойдете на сближение, и, скорее всего, вы будете встречаться, но не у вас, не у того мужчины, а где-то вот посерединке. Посерединке. Но, опять же, очень много дорог. Возможно, действительно будете друг к другу ездить, либо какое-то место выберете, где ему будет удобно приехать, и вам будет удобно приехать. Здесь какой-то роман, роман в поездках называется. То есть вы едете туда, сердце трепещет, а после назад возвращаетесь, вот довольно улыбаетесь. То есть такая романтика на выезде получается. Но ничего, неплохо, тоже неплохо. Любая романтика — это очень хорошо. Так, кому-то мужчина готовит какие-то новости. Странные новости. Знаете, девчонки, ну вот кто в паре давно, здесь мужчина что-то от вас скрывает. И уже нет возможности это скрывать, потому что информация уже вот, со всех щелей лезет. Эта ситуация, она не сегодняшнего дня, и где-то она началась, может быть, там несколько месяцев назад. И он очень успешно скрывал. А теперь уже нет возможности, и он вас будет сначала подготавливать, а потом вам расскажет. Значит, я хочу сразу заступиться за этого мужчину. Я вам гарантирую, что этот мужчина от вас скрывал по причине того, что он вас жалел. Он не хотел вас расстраивать, он не хотел, чтобы у вас, ну, скажем так, было беспокойство. Он вас знает, что вы беспокойная особа. Это было стечение обстоятельств. Вот то, что он вам расскажет, он расскажет, да. Это правда. Это правда. Поэтому не ругайтесь, не дайте вот этой информации внести раскол, либо создать раскол в вашей семье. Но примите уже как случившееся, как должное. Лучше подумайте о том, как вам жить дальше, да, либо что вам делать. Я не могу сказать, чего это касается, но вы об этом узнаете. Реагируйте правильно. Правильно, да, назад не отмотаешь, ничего там уже не исправишь. Нужно просто подумать, что делать, как с этим жить. Ну, это не катастрофа. Это не катастрофа. Я думаю, вы придумаете. Так. Здесь какой-то человечек, который притворялся. Вы знаете, вхожий в ваш дом человек-притворщик. Либо почему-то в дом вхож, в дом. Этот человек очень долго носил маску. От этого человека прям, веет каким-то предательством. Вот, какая-то информация тоже об этом человеке пойдет. И вам сложно будет поверить, что это именно так. Но
Будут какие-то железобетонные доказательства, когда вам придется поверить. Не жалейте о том, что вы теряете, например, друга либо товарища. Лучше подумайте о том, что бы было, если бы этот человек поступил с вами плохо, либо что-то сделал плохое вашим близким. Вот об этом подумайте. Так, мне здесь очень, кстати, нравится, что мужчина будет весь месяц помогать своей женщине. Вот женщина что-то делает, а он стоит на подхвате, да, говорит: милая, любимая, а давай я тебе помогу, а давай я что-нибудь сделаю. Дай мне задание. Мужчинки, которые семейные, вот прям желание сближения со своей женщиной, помощь женщине, проявление своих мужских начал, да, что вот смотри, я сильный, я классный, я там могу гвоздь забить, я могу там, не знаю, шкаф подвинуть и прочее, прочее. Значит, девочки, я понимаю, что помощник с него, ну так себе, но не игнорьте этот порыв души, постарайтесь энергию эту мужскую применить в нужном русле. Не отказывайтесь, не перебивайте ему охотку. Хочется, пусть себя проявляет. Придумайте ему дело, работу, пусть он этим занимается. Почему-то очень важно, не знаю, то ли вы ругались, то ли у вас претензии к этому мужчине. Может быть, вы его чем-то наказали, да? И вот это желание выслушаться и показать, что я не такой плохой. Так, еще я хочу сказать для людей, кто имеет симпатию, скорее всего, симпатия у вас на работе, да, почему-то вы такое видите в определенное время, а потом у вас разлука идет, и у вас именно симпатия, то есть у вас нету отношений, ну, может так, вы там пересматриваетесь, перемигиваетесь, какими-то общими фразами разговариваете. Вот у вас, опять же таки, вот где-то срединка, но вот идет сближение. Причем вот я вижу, что вы решиться не можете на сближение, и мужчина не может. Вы как бы друг друга опасаетесь. А тут вас именно судьба столкнет каким-то странным образом. Может быть, вы вместе там в лифте застрянете. Может быть, не знаю, там дверь в кабинет захлопнется. И вот вы, ну, как бы друг на друга посмотрите, поймете, что не просто так это все происходит. У вас пойдет сближение после какого-то именно такого чудного случая. Вот интересно. Пойдет и романтика, и страсти, и удовольствие, и какие-то очень яркие ухаживания пойдут. Вот. О чем хочу вас предупредить. Почему-то вам тут говорят, что эти отношения нельзя прятать. То есть, если у вас отношения начинаются, вы должны их, ну, как говорится, афишировать, да? Что вот вы пара, что вы встречаетесь, что вы общаетесь. Не могу сказать почему, но здесь важно вот не закрывать эти отношения, ну, не прикрывать их, да, от других людей. Так, ну и напоследок хочу сказать, что у вас будут два события. Одно событие для вас идет, вот именно как для личности, как для человека, когда вы либо одержите какую-то громкую победу, либо добьетесь того, чего желали. Вот как-то быстро, громко и четко. То есть собой будете очень крайне довольны. И второе событие, оно связано вот с каким-то, может быть, даже вашей реализацией, либо каким-то вашим талантом. То есть когда вас люди оценят, то есть вынесут оценку вашим деяниям, либо вашим талантам, вашим способностям. Вот что-то вы будете делать, либо как-то себя так проявите, вам бы и в голову это не пришло, а вам люди скажут. Вот со стороны, кто вас видел, как вы работаете, как вы поступаете, вот прям вам потом скажут. Для вас это будет шок, вот честно. Но вы могли подумать что угодно о себе. Но то, что у вас есть такие способности, либо вы обладаете такими вот талантами, вы от себя не ждали. То есть здесь вот прям такое признание вас. И я вас попрошу не игнорировать вот именно эту тему. И этим заниматься. Причем заниматься на постоянной основе. Так, его чуть не забыла, да, по поводу
будут ли исполняться ваши затеи, идеи и мечты. Смотрите, вот сразу хочу сказать, вот для того, чтобы исполнилась ваша заветная хрустальная мечта, пока не хватает. Не хватает то ли ресурсов, то ли возможностей. Тут, ну вот как бы, знаете, одна сторона открыта, а вторая почему-то заблокирована идет. Ну действительно, вот противовеса, что ли, не хватает. Вроде как бы все основные компоненты вы собрали, а какого-то основного материала не хватает. Вот заветное пока не исполняется, но при этом исполняются ваши желания. Желания такого, знаете, вот характера для себя, для дома, для семьи. И здесь еще такой момент, связанный с удачей. Вот кому-то очень круто повезет, вот прям такое везение невероятное. Вот, может быть, вам в жизни вообще никогда не везло. А вот именно в июле вам повезет. А кому-то будет сопутствовать удача на протяжении вот прям всего месяца. Но сразу хочу сказать, в мелочах. Такая мелкая удача, да? Вот, поэтому либо так, мои хорошие. В любом случае хорошо. Хорошо, что удача с вами. Что господин счастливый случай от вас не отходит. Это замечательно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.